На севере Удмуртии живет народ, о котором ученые и путешественники уже более 100 лет говорят как о самой загадочной народности Поволжья. Бесермяне поселились в Вятских лесах несколько столетий назад. Как свидетельствуют документы и предания, они пришли на Вятку и Чепцу из-за Казани. Мы в селе Юнда. Первые упоминания о нем сделаны еще 360 лет назад. Традиционные бесермянские костюмы достались Елизавете Егоровне в наследство еще от стариков. Полвека назад в такой одежде ходили почти все деревенские жители. Şireseno, oğlanlar. Tentayisten zıkkesi bendeş. Tentaysa taval ettin tadişane dukta. Tayıcez. Ужалям дестелям bendeş. Akal gotobo izeno buranı mamu kipot. Yun çeberes bulavan talan çeberes yapıldekos. Аспуннада куттинно дорвой ворол чеберманоса, бенвет лучше медажи коршуса. По костюму можно было определить и возраст, и социальное положение его владельца. Например, перед вами замужняя женщина или девица. И, наконец, из каких деревень сами бесермяне. Юндинцы могут определить это даже по говору. Юкаменской палансо, все мукет верашко. Глазовским на бесерманьос мукет верашко. Микачук. Старинная одежда уже семейная реликвия. Ее хранят как напоминание о своих корнях и памяти родителях. Небольшой кусочек старого быта собран в деревенском музее. Если для старшего поколения любой хранящийся здесь предмет хорошо знаком, то нашим современникам многие из них уже неизвестны. Несколько лет назад музей был собран стараниями всех деревенских жителей. Глубже это. Ну, хоть пырамлы шулем что-то. Ангелина Петровна – руководитель деревенского музея. Она собрала в местный фольклорный коллектив и женщин, сохранивших старые деревенские напевы. А еще любезно согласилась показать, как готовится одно из национальных блюд. Это анимашке шулен пирожки. Кутем нянь шусал за удмуртёс. Метатан шулен пирожки шушком юндайн. Вот це кутане понна куле дрожжите колджо. Вот це листичкот. Курек пузно нормально куле отсева. Вот и со кутем нянес за гурн пжо. Вот чежет картошка шулпалы поно. Ну шузе туж чеберлеш то на мой ческот саметлос. Монсе юниарачко, он шишко каттилам на монсалта, шион понна. Вот совершенно ярачко. Казалось бы, обычные пироги, но способ их приготовления у каждого народа свой. Этим тоже отличаются многие национальные кухни. Много выпечки и большой стол бесермяне готовили на праздники и приезду гостей. В селе самым большим праздником считался Михайлов день. Осенью, 21 ноября, сюда съезжались бесермяне из всех окрестных деревень. У стола собирались родственники, живущие почти за 50 километров. Из старых построек в деревне сегодня остались волосная контора и земское училище. А былые истории, документы хранятся в основном в Центральном государственном архиве Удмуртской республики. Одним из интересных документов является ведомость о духовно-нравственном состоянии новокрещенных ватиков и бесермян прихода села Ягошурского. К церкви многие довольно хладнокровны и к исполнению обрядов не имеют расположения, но есть из новокрещенных и такие, которые душевно относятся к церкви и усердно следуют уставу церкви. Языческих обрядов и жертвоприношений
бывших в обычаях предков не замечается. На сентябрь месяц 1861 года существовало училище. Всего в училище обучалось 7 человек, но убыль учащихся произошла от того, что в сентябре еще не были покончены полевые работы, и потому не все прежде учившиеся дети явились. Впрочем, немало затрудняет дело образования и то, что прихожане, состоящие из новокрещенных ватиков и бисермян, еще не сознали пользы образования. По преданиям, первые поселенцы были урасины. Сейчас это самая распространенная в деревне фамилия. Конечно, юндинских бисермян сразу можно узнать именно по этим фамилиям. Добрая половина деревни – Бияновы, Чибышевы, Калинины. Первые поселенцы пришли сюда с низовьев Чепцы. И о названии деревни существует много преданий. Одна версия ходит, что это по догадке краеведов только. Вот, от Батыра. Инда, Инда, Юнда. Вот так, преобразование. Но вот сейчас недавно вот мы узнали, в татарской деревне Падере другая версия ходит. Вот там женщина, говорит, села у реки и сказала «Юнда». Ну, я думаю, правильно произношу уже. Юнда, умывалась. Это традиционный напев бисермян «Крещ». Сейчас такие напевы обычно исполняют только фольклорные коллективы, а этот напев поется только в Юнде. Его и называют «Крещ деревни Юнда». Такой непростой манере пения женщины учились всю жизнь. Tabii markar ol markar şarjı tu gaz kumun. Kinlen ostak volan gesno so sumpot sages ma karja. Kinlen ke ostak dos ges vaje ke solin katas correcta sa. Вот тенечек люкач киллем. Сарес оч каржан pot tillemza. Ben yok şulur kardeş kumam. А что скачек режьё стоярат еще да шулдарзе? Mon şullar zev yaratska. Rat ges ulemen no. Opnyam ges. Джорджегес ялан каржачко. Şuldur gene nam karjanoval. I por muzikayen marin karjanoval. Aşamanam malkada. Munam pros George karjam yok pot. Kada melodia por morte uvalska. Kada soşetler melodia. Право валю йочо шоно гопевашконо шораз бергано валията воно морден вашконо то воно ю тамон вашконо прош оша и бързо този бон божи куда юн жалобно но тай бера да се скажи вишегат песня всяко ой покой салвашке а тай вишегат мелодията юн. Кроме Юнды, бисермянские деревни есть в нескольких районах Удмуртии. Перепись 1926 года была последней, которая отметила их как самостоятельный народ. Согласно этому документу, бисермян насчитывалось около 10 тысяч человек. В последующих они записаны удмуртами. Лишь спустя много лет в переписи 2002 года они вновь отмечены как отдельный народ. Каждая исполнительница ведет в песне свой текст и поет, если можно так сказать, свою песню. Считается, что человек должен прожить жизнь, прежде чем научиться петь о ней. Этот напев Зоя Афанасьевна впервые услышала 70 лет назад.
Bana anaya yursulur karşı. Kötüler ne zaten kulüpte kuşke, koşaşke. Ой, yursulur karşı. Интайга кыржава. Тай karşı. Стоит деревня Юнда, основанная первыми поселенцами более 300 лет. И помнят здесь основатели селений, первые деревенские фамилии, и поют, как сотни лет назад, старинные и редкие ныне напевы. Очень нравится безобразность этого Портмашкона. Чем неряшливее этот Портмашкон, тем интереснее. Я думаю, хватит. Раз в год, с 6 января до Крещения, в удмуртских деревнях проходит обряд Портмашкон – ряжение. Самих ряженых здесь называют Портмоос. Полагают, их визит приносит в дом благополучие, урожай и счастье. Насколько радушнее принимают ряженых, тем больше надежды рассчитывать на их пожелания. Ряженым прощаются в эти дни все проделки. Веселая пляска, громкий смех и обычаи валять встречных и друг друга в снегу – все это особое ритуальное бесчинство. Поехали! Но! Опа! Но! Песня у нас есть такая. Про пару лошадей. По этой песне можно коня запрячь. Там вся последовательность запряжения лошади. Портмашкон. И вот коней изобразим. Петровна ямщиком будет кататься с кнутом. Мы в детстве все время ходили. Ну и когда интересно посмотреть, кто новый дом построил, да, и идешь в это время, хоть тогда пускают в этот дом. Смотрим. Придем утром, часов 4, наверное. Праздник превращается. Все эти гуляния, все эти Портмашконы. Гуреджил ты порьяло, как парвалиос. Гуреджил ты порьяло, как парвалиос. Сослене пепдеосы, котер дуремен. Сослене пепдеосы, котер дуремен. Сослене пешеремецы, бирдеё, бирдеё. Сослене пешеремецы, бирдеё, бирдеё. Сослене песиесы, чирты вешкадик. Сослене песиесы,
черепевечканик. Поедем красота кататься. Ну, мужчины в женщин переодевались, или в медведей, женщины мужиков, солдатов переодевались, чертей. Помню, я один раз чертом одевался, по ногам узнали. Хвост был плетеный, вот тут висел, в шортах. Хвост плетеный, на конце хвоста колокольчик бренчал, ходил. Вот так. Марин, дети, вернусь, смотри, ось, Любовь Сергеевна. Давайте. Ой, доле, пуну курчошуса. Ой, осте, ой, доле. Ece buraya maravor desen bayağı valı. Tacibetlim mi ponna? Бұттылы портмостығына пұмбита салпона. Мой, дырызу. Портмашкондан дырызу. Дети варку савым ти дара. Ури берегуна. Милый, О, ческут. Давай мета Ой, доле, пуре. Бус geliyorsun oğluk dizi valay tunne konyak bu komşusano i bırak tane вылышты звала спортмоз пуро да пуро tunne oğlum арташи. Прямо Юрий мал помкать. Осты. Кез зыло шаразы. МСП зыло шаразы. Киньос Мариос таньтаос. Пинал ezli. Конфет понуай, конфет из яратели шатрази клюкамини. Ой, тур ческут. Портмашкон дырвеке котукчи давал, портмашкыны поттак ми вешак портмашк советкон вал тушкичи дырышенымы. Портмоспе пуралоке сосли винака уткот винау далтер фозыва. Зема маравал сойни. И ми винаном юкевал, но ми ческут шему потевал. Ми дыря портмашкыны углежовал. Школан шотка кымы портмашки модик полдаски кузано директор школы кутиз да председателем имлемыс кутиз. Шукажа за школы муком карикатурам пуктем валми. Углежовал ми портмашкыны ми дыря. Вешашковал, котин вешашковал. Тажик, это пукорашно, перешпио, смуртно, гондырно, вилькенакно, свадьба калыкно, котка дише вешашковал, жик. Пешкин маршете. Но вот здесь WhatsApp провал. Что вы даст тут мале? Оди, вешак портмашкса котка дискутен поташком вал. Кут яс тот мало, милямды что дискутмес күлнü турком юмшот кишке. Кут яс углежо пурны, ми одно пурны туркишко, капкез наустишко. И пырса погуляш кишком лымин вал, корказы пырса, креджмыке вань креджен, креджке вал, ачмёс кырджаса ветком вал. Suda bura bu bilen. Get klaskom, get ve doladı. Nıt na umustanuj. Kaçtamın kamalına juramiuk. Я одик мед юрамоде, веша шонер ветлот. Tatlı bu kam. Палляне на буре, но одик мед шонер, что это Şurası şurası? parın da kuran. Şurası. Umustanuj var. Şurası med одик конгультос. Kaça şuta potin batani pesteren. Буз билярен дядь калашком. Деч Буз билярен дядь калашком. Ота бере. Kuzu ni jamonata. Luas dashano. Tanta Дробошек овато. Дробошек мар. Киндо. Перепеч. Кузьмовна, перепеч поно шарады ява, котыр шиоды. Кисиенова кучимела понам. Кучипон. Узуши. Поясе понида. Ekti apiyeno ektan gurdesu disko no kapçemo kutuşati. Игаш сасос проекти сапыро с утялтишком вал, стопка вина мамас му удялвал, порамен котырковал, шутбур вераса келтовал, кин номуну кешоты тушкашса келтовал.
пыркот, як тычкот, шумпотса, як тыны кырджаны куткишкот, кудгасыз лежо пырнасос, шуа портмашка щос, юртере шу двое. Портмосты пеутялтоно, саутялтовал, инмар пешутчоте, укшёно шотовал, укшё пешоторо, укшё эшмедулом шуса. Вот нянчото, няня эшмедулом, шу добро медулом. Портмашкон, собачкала, тришо, табакоте. Бачите, кумаш стає дікзе, нічого? Сейчас я вам Такой способ праздничного угощения напитком пищатем с помощью ухвата из сковородника – часть традиционного гостевого этикета. Это своеобразное развлечение встречается на свадьбах, во время визита родственников и, как сейчас, в период ряжения. Прежде удмурты устраивали ряжение поздней осенью с приближением самых коротких дней года. После христианизации обряд проводится в святочную неделю. В последние годы появилась еще одна новая традиция. Ряженые с разных концов деревни собираются в клубе. Деревенское гуляние продолжается уже здесь. Дембек только лет.